Руслане, Рамзане, Бог бареж, Гаоси бареж, Тренер бареж. Турнир памяти Рамзана и Руслана Аксаговых официально открыт. Ребята заряжены на борьбу. Всего весовых категорий 7. Минимальная возрастная категория 12 лет. Борьба проходит сразу на 3 татами. Одним из первых борется призер многих турниров и соревнований Исмаил Маматов. Не тратя много сил, Исмаил одолел своего первого соперника. До высшей ступени пьедестала еще 5 поединков. На соревнованиях в числе гостей заслуженные мастера дзюдо, представители администрации Малгобекского района, а также родственники братьев Аксаговых. Участников же 280. На турнир съехались юноши со всего Северного Кавказа. Межрегиональные соревнования – отличная возможность испытать себя. Я сам ученик Руслана и Рамзана Аксаговых. И у нас и в прошлом году была такая идея организовать турнир, но из-за ковидных ограничений, к сожалению, не получилось у нас организовать. Они этот турнир столько ждали, и вот сейчас только получилось сделать. Эти соревнования такой огромный плюс и такой огромный толчок дают их карьере, их росту. Рамзан и Руслан Аксаговы приложили немало усилий для популяризации и продвижения дзюдо в регионе. Под их руководством выросло немало чемпионов. Жизни тренеров оборвались неожиданно из-за болезни. Руслана не стало в 2020-м, ему было 63. Младшему Рамзану 60. Он ушел из жизни через год после смерти брата. Сегодняшний турнир – это прежде всего дань памяти и уважения мастерам спорта. Схватки проходят одна за другой по олимпийской системе. Чтобы взять золото, дзюдоистам надо одержать 5 побед, при этом ни разу не уступив. Ингушская команда очень хорошо подготовлена. По итогам 12 схваток победы за нашими дзюдоистами. Один из первых победителей – Хасан Икажев. Он выиграл схватку за 2 минуты. За спортсменами внимательно наблюдают и поддерживают родители и друзья, а это лучший стимул. Первый хочу выиграть, отца порадовать. Было трудно, но я выиграл. Помимо кубков, медалей и грамот, победители и призеры получат денежное вознаграждение от семьи Аксаговых. Турнир планируют сделать ежегодным. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.